Продолжаем. Сегодня в Казани открывается 33-й международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина. По тому списку фамилий исполнителей, которые в разные годы бывали в нашем городе, можно проследить и историю развития мирового оперного искусства. Кто-то дебютировал здесь, впоследствии становился певцом экстра-класса. В этом году фестиваль не изменяет себе. В первую очередь это ярмарка голосов и восходящих звезд, которые будут соревноваться с мэтрами. О последних приготовлениях к знаковому явлению искусства в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Марш из оперы Камиля Сен-Санса Самсона Далила прозвучит в гала-концерте. Там же еще можно будет услышать и популярнейшую арию Далилы, которая проходит лейтмотивом через последний фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар». Это то, что принято называть хитом, нисходящим с мировых подмостков. А то, что Михалков использует в данном случае в этом фильме арию Далилы, я сам еще не смотрел, но я знаю, что он, помимо того, что он прекрасный режиссер, он замечательный музыкант. Мы вместе учились в одной школе, в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. Я продолжил свое музыкальное, так сказать, обучение. Он перешел в КИК так незадолго до меня. Так что у него прекрасный вкус. В театре оглядываются назад и выстраивают тот временной отрезок, благодаря которому прошло становление бренда. Теперь все построено под 140-летие Казанской оперы. Жизнь за царя проложила путь к зрителям, предпочитающих в холодные зимние вечера букет страстей и душераздирающие истории, пришедшие из России и Европы. Само проведение даже фестиваля, просто даже без акций, оно и так напряженно, в принципе. Состав исполнителей такого класса, что нам происходит производить просто выплату в какой-то эквивалентной валюте, которая уже, в принципе, соответствует европейскому уровню или мировому уровню. Поэтому мы испытываем это крайние трудности. Но, несмотря на все это, вся цепочка, театр, Министерство культуры, Министерство финансов, и я беру высшее наше руководство президента, все-таки весь комплекс все-таки помогают и поддерживают то движение, которое мы начали 33 года назад. 17 июня 1939 года был официально открыт Татарский оперный театр, который потом стал Татарским театром оперы и балета. Правда, своего здания еще не было. Без этого просветительского момента фестиваль немыслим. Можно найти и малоизвестные факты, и общедоступные. Вспомнить историю лишним не бывает. Руководитель литературной части Жанна Мельникова напомнит и о главном виновнике торжества. Впрочем, в эти минуты музыка нашпигован буквально каждый этаж. Артисты балета, которые заняты в оперных постановках, оттачивают свои па в знаковых спектаклях фестивальной афиши. Здесь есть где развернуться по-особому. Опера всегда дает возможность артисту балета не быть статичным, она дает возможность сыграть на сцене, поиграть. Потому что в опере не только поют, но и играют. И также танцы не только танцуются, но и играются. В течение 2 недель завсегдатаи и новички будут плакать и смеяться над бессмертными историями, о которых судят как о планке высшего исполнительского мастерства. Впрочем, так бывает всегда, когда дух Федора Шаляпина вновь посещает оперный театр. Дмитрий Пивоваров, Рустем Кадыров, телеканал «Эфир».